Знаете, проходят годы, и ничего не забывается. Странно, ничего не забывается. Тут помнится, глянула на его одежду. Он был настолько непритязателен к себе. Надевал какие-то, прощай, молодость, порой ботинки. Мальчишки умудрялись ему трусы шить. И он очень гордился, что ему мальчишки шили трусы. Да, у нас в мастерской мальчишки тоже работали в швейной мастерской, в такой мастерской и в швейной. И первым делом, первое, что они делали, шили трусы для него. Тапочки для него, ноги больные, тапочки шили. И он гордился этим. Он вообще гордился детьми. Как он ими гордился, его прямо распирало, когда из того или иного человечка вырастал человек. И он с такой гордостью, особенно когда поступили в один год у нас 4, мне сказал: поезжай в Москву и посмотри, как они живут. Потому что с одного нашего класса 4 поступило. 2 в Тимирязевку и 2 в МАТИ. И вам будет просто. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие участники 10-х католиковских чтений. Мы рады вас приветствовать на открытии католиковских чтений, которые сегодня имеют уже не только республиканское значение, но и федеральный статус. С 1997 года по 2011 год состоялось 8 чтений. Конечно, они были посвящены педагогическому наследию народного учителя России и Республики Коми, почетного члена правления Российского детского фонда, члена-корреспондента Российской академии образования, директора агрошколы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Затем, к сожалению, данная традиция прервалась. И спустя 8 лет, в 2019 году, состоялись уже 10-е католиковские чтения, в рамках которых были вновь актуализированы педагогические идеи и уникальные смыслы наследия Александра Александровича Католикова. Итак, в этом году мы вновь встречаемся на католиковских чтениях. Они сегодня для нас очень значимы, и главной задачей католиковских чтений является, конечно же, актуализация педагогического наследия великого Александра Александровича. Уважаемые коллеги, организаторами католиковских чтений традиционно является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. С приветственным словом к нам, к участникам чтений, обращается Лидия Валерьевна Смирнова, первый заместитель министра Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Очень рада, что сегодня наш зал полный. И в нем присутствуют люди, для которых эта проблема не безразлична именно с личной точки зрения. Вы все, каждый из вас, в той или иной степени сталкиваетесь с нашими детьми-сиротами. Сегодня я искренне приветствую каждого, в первую очередь от имени министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Владимировны Якимовой. Мы благодарим, что именно наша республика, наше министерство поддерживает и развивает идеи католиков, что они находят отклик в сердцах каждого из вас. Сегодня, правильно сказала Галина Владимировна, нам бы хотелось говорить о том наследии, которое оставил Александр Александрович, и о том, как сегодня его идеи живут, развиваются, трансформируются, но вместе с тем по-прежнему остаются актуальными.
Количество детей-сирот в нашей республике сокращается. Это хорошо. Но мы понимаем, что пока это проблема. Пока наши дети, к сожалению, живут в детских домах. К сожалению, мы не всегда можем найти им достойную семью, которая примет их и обогреет. Но наша задача сделать так, чтобы каждый ребенок находился именно под защитой государства, был нами любим. Мы помогли ему встать на тот правильный жизненный путь, который должен быть у каждого гражданина нашей республики, нашей страны. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня эта площадка, диалоговая площадка в первую очередь, позволит нам посмотреть с разных сторон на проблематику социального сиротства. Я очень надеюсь, что каждый из вас выскажет в первую очередь, покажет свой практический опыт, поделится своими навыками и предложит те, может быть, новые идеи, которые сегодня так нужны для того, чтобы каждому ребенку в наших организациях было комфортно, хорошо. А еще лучше, если бы они все находились в себе семье. Поэтому, уважаемые участники, еще раз поздравляю вас с началом работы чтений. Вчера был замечательный праздник, очень душевный митинг, который был посвящен дню рождения Александра Александровича. Многие из вас там были. Звучали очень теплые слова. И в первую очередь слова самого Александра Александровича. Поэтому я призываю каждого из вас сегодня вспомнить эти слова, вспомнить его лично. И желаю нам с вами успешной совместной работы. Спасибо, Лидия Валерьевна. Уважаемые коллеги, конечно, в этом зале собрались неравнодушные люди. Я рада приветствовать представителей органов государственной власти Республики Коми, руководителей государственных организаций. И, конечно, очень важно, что в этом зале находятся представители Государственного совета нашей республики. Мы все действительно отвечаем за те решения, которые сегодня на уровне государственной власти принимаются, потому что мы все их реализуем. Уважаемые коллеги, Валентина Васильевна Жиделева обратится к участникам чтения приветственным словом. Заместитель председателя Государственного совета Республики Коми. Дорогие друзья, я благодарна всем тем, кто был причастен к тому, чтобы католические чтения были возобновлены. И, Виктор Александрович, я кланяюсь вам и прошу, чтобы вы передали самые наилучшие пожелания Лидии Васильевне, вашей маме, соратнику и, наверное, вдохновителю на многие хорошие дела вашего отца. Кто не знает, мы с Виктором в одном классе в одно время учились. Это мой одноклассник и, я думаю, друг по жизни. И все, что происходило в этой семье, это было настолько всегда интересно. Мы ловили эту информацию, и, конечно, она подпитывала нас тоже. И благодарность всем тем, сегодня, наверное, в первую очередь, кто работает с детьми-сиротами. Потому что деятельность Александра Александровича, она многогранна, и рамки одного такого мероприятия, безусловно, не смогут показать всю глубину личности этого человека, и государственника, и покровителя наших детей, и великого педагога, который практически продолжил те методики, ту методологию работы с детьми, которую заложили наши великие учителя, и Сухомлинский, Макаренко. Поэтому в течение вот этого времени мы с вами, конечно, будем давать оценку тому, что происходило. Ну и кроме того, что Государственный совет, безусловно, поддерживает все, что остается в истории нашей республики в связи с увековечением памяти Александра Александровича Католикова, приветствуется, и Сергей Анатольевич Усачев, депутаты, конечно, все знают о том, что сегодня такое мероприятие в институте, сегодня будет мероприятие в гимназии искусств. Действительно, вчера, и хочу сказать, что
более всего то, что вчера на митинге были ветераны, которые работали практически с первого дня с Александром Александровичем, это говорит о том, что он-то тех людей, которые затем в наших детских домах работали, в учреждениях дополнительного образования. Вот Людмила Михайловна Дымова до сих пор продолжает эту работу, но уже со студентами в Сыктывкарском лесном институте. И многие другие, которые поехали вчера на кладбище, почтили память Александра Александровича. Ну вот посмотрите, за год подготовки к 80-летию Александра Александровича была проведена колоссальная работа всеми, кто и создавал фильмы, кто подготовил выставку. И вы знаете, что-то как-то громко, по-моему, очень стало, да? Это ничего. И вы знаете, что большую работу провели наши с вами земляки, которые сегодня живут в Москве, наше землячество в Москве, Республике Коми. И я хочу сказать, что я думаю, что Галина Владимировна, вы обязательно опубликуете. Вот у меня на руках есть замечательное приветствие от руководителя землячества Великорада. Поэтому все это, пожалуйста, чтобы было на сайте института, в материалах нашего форума. И то, что, наверное, они сделали, и вот здесь присутствует Ольга Александровна Сотникова, ректор Сыктывкарского университета, которая была на этом мероприятии, когда открывали доску в честь выпускника Московского педагогического государственного университета, единственного выпускника народного учителя СССР. И я сегодня имею честь вручить благодарности от как раз директора института физики Московского государственного педагогического университета. На этом факультете учился Александр Александрович. Но вы знаете, все педагоги, все руководство педагогического университета подчеркивает, что на физическом факультете была установлена доска именно Александру Александровичу как великому педагогу, как человеку, посвятившему себя работе с трудными детьми. И там несколько благодарностей. Двое из тех, кого отмечено в Москве, присутствуют в этом зале. Я с удовольствием приглашаю сюда и Любовь Степановну Витенкову, и Зою Алексеевну Вахнину, которым вручаю эти благодарности. А Зоя Алексеевна, что здесь, Зоя. Любовь Степановна, вот такая благодарность уже от коллег ваших в Москве. И можно вас тоже. И не уходите. Любовь Степановна, можно я даже без микрофона поделюсь одной маленькой историей? Ну, я лично была знакома с Александром Александровичем, он меня учил, это я не раз говорю. Но у меня был уникальный случай, когда приехал к нам сюда, в Сыктывкар, ректор Воронежского государственного лесотехнического университета на наше мероприятие, на заседание правительства. Но в Воронежском государственном лесотехническом университете по сей день работает личный друг Александра Александровича Католикова, профессор, лесовод Титов Евгений Васильевич. Так вот, многие слышали о том, что в Межадере есть роща, это наша плантация кедров. Эти кедры привезли под руководством, и здесь высадили как раз профессора Титова, соратники Александра Александровича, Людмила Михайловна Дымова, те, кто работали в тот период. И это все сегодня живет. Вот приезжает ректор университета и говорит: слушайте, Валентина Васильевна, а вы можете меня отвезти куда-то там, Межадов, по-моему, это называется. У меня есть профессор в моем родном университете, который каждый год приходит и говорит: подпишите мне командировку в Сыктывкар
в детский дом имени Католикова. Я ему говорю, что ты туда ездишь-то каждый год? Он говорит, у меня там дело всей моей жизни. Без моей помощи ребята не смогут ухаживать за кедрами так, как это необходимо, там, прививки делать и так далее, и так далее. Я хочу посмотреть. Приезжаем мы туда, привозим ректора Воронежского, флагман лесных вузов России. Вот только он заходит на территорию этого нашей Межаверской базы, уже тогда как раз Любовь Степановна была директором, и они вот высыпали все дети, ну я пришла, мы тоже курили, и они нам начинают рассказывать в этих кедрах, что они там сделали за этот год, насколько они подросли. И идут на плантацию ректора, все это показывают. Потом они еще показали там, где они ухаживают за растениями, что они потом готовят осенью к столу своего детского дома. Это было потрясающе. Вот то, что и когда мы прощались, уже провожали с коллегами домой, там через пару дней ректора университета, он мне сказал: Валентина Васильевна, я понял, в чем смысл всего этого. Вот тот великий человек Александр Александрович Католиков понимал, что дети, которые приходят в детский дом, которые, вот эти две великие женщины всю свою жизнь тоже посвятили работе с ними, необходимо в большей степени, чем в любой другой благополучной семье, замещать то время, которое они могли бы проводить там, ну, я не знаю, общаясь с братьями, с мамой, с папой, там, бабушкой, дедушкой, куда-то поехать. Этой категории детей нет этого возможности. А значит, вот даже трудовое воспитание, которое, оно не просто там, вы там пошли, а через то, что это потом может принести затем в семью, это очень важно. И он мне сказал, какой фразу: Валентина Васильевна, пока я буду ректором, я без всяких вопросов буду каждый год подписывать командировку в Сыктывкар своему профессору. Но потом там что-то произошло, он уже не был. Но теперь и Любовь Александровны Гурьевой нет, я хочу в присутствии вас выразить ей спасибо за то, что она теперь взяла на себя ответственность, работая с лесоводами, со школой лесоводов. И каждый год профессор Петров даже в пандемию в этом году приезжал и вместе с ребятами проводит. А Любовь Степановна помогает. Ну, а Зоя Алексеевна со своими ребятами, я уж тоже тут и как директор бывшей Лесного, я хочу сказать, что все практики воспитанников третьего детского дома проходят на участках Сыктывкарского лесного института, где примерно тем же ребята занимаются. Не имея загородной базы, у них есть возможность себя прийти. Вот это Александр Александрович Католиков. Низкий ему поклон и вам, дорогие друзья. Спасибо, Валентина Васильевна, уважаемые коллеги. Конечно, мы понимаем, что система педагогического образования, она очень бурно развивается сегодня. И наследие Александра Александровича, оно сегодня является обязательной частью учебного курса истории педагогики для всех педагогических вузов, педагогических направлений. Поэтому мы понимаем, что сегодня наш Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, как опорный вуз нашей республики, конечно, прикладывает очень много усилий для того, чтобы наследие Александра Александровича было актуальным, и оно является для нас очень значимым. Именно об этом в приветственном слове нам скажет Ольга Александровна Сотникова, ректор университета. Пожалуйста. Уважаемые организаторы, дорогие участники конференции, позвольте поприветствовать от всего коллектива Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и от себя лично на этой замечательной конференции. Не так много таких конференций, которые вместе с научными исследованиями, обмена опыта еще и имеют чисто душевную человеческую составляющую. Именно такой является наша конференция.
Вы знаете, далеко не каждый субъект Российской Федерации может похвастаться наличием такого великого педагога, такого, чьи идеи, чей опыт изложен в учебниках по педагогике, по истории педагогики и передается из поколения в поколение. Вот когда великий мастер живет, он создает продукт, к нему приходят, приезжают, общаются. Это называется обмен опытом. Когда деятельность великого мастера прекращается, то мы исследуем и пытаемся сделать такой продукт, который был бы переносим на другие вещи. Может быть, не все можно перенести, потому что та методика, которая была Александру Александровну свойственна, она имеет специфический личный характер. Но стремиться к этому надо. Именно поэтому в наших курсах обязательно присутствует модуль, посвященный педагогике Католикова Александра Александровича. Студенты пишут курсовые работы, и в этом году даже магистерская диссертация готовится по наследию Католика Александра Александровича. Я желаю всем удачных открытий и, как говорят, адаптацию тех идей, которые были заложены великим педагогом. Спасибо, Ольга Александровна. Уважаемые коллеги, в ходе чтений будет работать 4 площадки. Первая площадка будет посвящена основным направлениям воспитательной работы в деятельности организации для детей-сирот. Вторая площадка будет рассматривать особенности реализации механизмов соблюдения и защиты прав и законных интересов детей. Третья площадка посвящена стратегии развития современного воспитания и педагогического наследия великого ученого-педагога Александра Александровича Католикова. И четвертая площадка – это студенческая площадка. Она будет сегодня проходить в Сыктывкарском государственном университете и будет посвящена именно личности Александра Александровича Католикова, педагог, возвращающий нас в детство. Конечно, духовно-нравственное воспитание детей является одним из важных направлений Сыктывкарской епархии. И слово для приветствия участников чтения предоставляется иеромонаху Александру, руководителю миссионерского отдела Сыктывкарской епархии. Спаси Господи, мне наш Преосвященнейший Владыка Петерим поручил передать вам всем благословения на проведение этой замечательной конференции. Вот. И, конечно, хотелось бы всех педагогов поблагодарить за их деятельность, потому что, действительно, труд очень важный. Потому что, вот, скажем, представить ситуацию, да, например, какой-нибудь наркоман грабит бабушку где-нибудь в подъезде. Почему такое произошло? Конечно, это в первую очередь его выбор. Но еще, возможно, это потому, что его кто-то недовоспитал. Вот. Ну, а воспитание сирот вообще наши предки сравнивали с тем, что это то же самое, что храм построить. То есть, поэтому всегда, с точки зрения церкви, воспитание всегда было очень важным делом. И причем делом, как я думаю, все согласятся, сложным. И причем сложным даже во многом еще и по моральным причинам, да, потому что если ты плотник, если ты сделал табуретку, ты видишь, табуретка, ты радуешься своему труду. А когда ты педагог, твои труды, они видимы в далекой перспективе. Да, дети, они вряд ли тебя поблагодарят. Мы все были детьми, что мы были очень благодарными к старшим? Да нет, не особо. Очень часто мы начинаем понимать, что насколько много сделали для нас наши старшие, только когда у нас появляются свои дети, они к нам начинают также относиться, да. То есть, вот мы сейчас вспоминаем Сан Саныча, да, это лидер педагогического сообщества, но он же не один был. То есть ясно, что ему помогали его коллектив. То есть о них мы меньше вспоминаем. Да? О самом Сан Саныче вспоминаем только уже после его смерти, потому что при жизни ясно, что трудности у него было, будь здоров. Вот, например, тот человек, на кого он ориентировался, Макаренко, да, сейчас все говорят, какой великий педагог. Что при жизни было? Надежда Константиновна Крупская так загнобила, что мама не горюй. То есть поэтому действительно труд очень, такой, очень важный, очень нужный для общества, но
порой не очень благодарные, да, то есть потому что зарплаты небольшие, отдачи мы порой, ну, часто не сразу видим, да, поэтому часто вот на таких специальностях происходит выгорание. Вот, поэтому действительно без Божьей помощи тут очень сложно, потому что Господь, ну, на самом деле, он тоже в такой ситуации был, да, потому что, ну, сколько за ним народу ходило? 12 апостолов, да, ну, апостолы от 70, ну, человек 500 по всей Палестине ходили, да. Вот, то есть он, грубо говоря, тоже был один в поле воин. И на самом деле вот эта поговорка «один в поле не воин», она, ну, мне не очень нравится, потому что на практике мы видим, что чтобы что-то двигалось с места, как раз должен находиться человек, который один в поле воин. Господь наш Иисус Христос, он был один в поле воин. Благодаря этому мир очень сильно изменился. Мы сейчас читаем Ветхий Завет, у нас волосы на голове шевелятся. А для того времени это была нормальная жизнь. Вот, как бы, то есть мы изменились благодаря этому. Благодаря тому, что появился Сан Саныч, педагогика у нас в республике, в частности в детском доме католиков, очень сильно изменилась, да, потому что появился такой лидер. И вот один в поле воин очень часто, действительно, то есть если человек энтузиаст, если он даже один, он все равно находит единомышленников, он все равно может выстроить взаимодействие с окружающим миром так, что все преобразится. Поэтому желаю всем педагогам, чтобы, ну вот, панические какие-то такие вот настроения, что мы, может быть, зря все делаем, чтобы они как меньше вашу душу посещали. И действительно вы помнили, что вы делаете очень, очень важное дело и для страны, и для общества, и очень дело богоугодное. Поэтому спаси вас, Господи, низкий вам поклон. Уважаемые коллеги, католиковские чтения, конечно, важное профессиональное событие. Каждый из нас еще раз осознает свою роль в развитии педагогического образования, свою роль в важности тех открытий, которые делаем мы каждый день именно как руководители, как педагоги, как коллективы образовательных организаций. Да, мы все неравнодушные, мы действительно уважаем и любим наших детей. И самое важное, что сегодня мы не только вспоминаем Александра Александровича, он действительно для нас живой пример великого педагога, великого ученого. Уважаемые коллеги, у нас сегодня в зале Виктор Александрович Католиков, сын Александра Александровича. И мы просим открыть пленарное заседание католиковских чтений именно вас. Виктор Александрович, вам слово. Благодарю за оказанную честь. От имени семьи я приветствую всех участников католиковских чтений, всех приглашенных присутствующих. Вообще для города Сыктывкара, для республики, ну и для нашей государства это значимое событие в педагогическом сообществе. И хорошо, что это событие возобновляется, но, судя по реакции общества, оно, возможно, будет набирать обороты в дальнейшем. Ну, католиков, это его в республике называли Коля Макаренко, а коллеги Сыктывкарский, Сухомлинский. Он искренне отвечал этим названием, потому что в душе он был педагог именно с такими критериями, которые были эти великие педагоги. Я вот задумался, откуда вот у него такая тяга к детям, такое отношение к детям, такое к ним внимание. Наверное, первопричиной послужило его раннее детство. Он рано лишился отца, дедушка погиб на войне. Вот, бабушка поднимала двоих сыновей, его и дядю Борю. Дядя Боря старший был папы. Вот. И вот это, наверное, как бы была первая, ну, назовем ее искра, или первое влияние в душе и в сердце. Потом военные, послевоенные годы, это детвора, хоть и они у него проходили в городе Новосибирск,
далеко от военных действий, но эхо войны доходило и туда, были эвакуированы, и подселения, вот, и эпидемию туда занесли, полиомиелита. Почему мой отец с детства стал инвалидом? Он пережил это заболевание, врачи спасли ему одну ногу, вторую не удалось. Ему по жизни много испытаний приходилось на его долю. Он потерял и брата дорогого, трагически, который погиб, был полковником. Он и здесь уже, когда мы переехали сюда жить, пережил две страшнейшие автомобильные аварии. Об одной из них и написано, и рассказано, где он спасал своих коллег, приехавших со всей республики, директоров дворцов пионеров, и сам пострадал. Вот, и я смотрю на него, мы-то чего, семья, и как он, вот какие в нем были силы, чтобы преодолевать вот эту физическую боль. Она была неимоверная. Он ходил с трудом, каждый шаг для него отдавался по всему телу. И вот, несмотря на всю свою физическую, как говорится, неполноценность, он вершил такие грандиозные дела. Он, ну, ему все было мало. Мы с мамой его и так и пытались одергивать, всего-то все равно не. Но он развивал, где бы он ни был, в какой бы ситуации ни работал, а в Сыктывкаре он только в 3 местах работал, вот начинал учителем физики первой школы, потом был директором Дворца пионеров, вот тут соседнее здание. Тоже загремело, можно сказать, это учреждение, о нем услышали, туда и дети побежали на кружки, и кружки как грибы росли. И кульминация была такая, что приобрел двухпалубный пароход, который ходил аж до Архангельска. Я побывал там на нем на первом рейсе матросом. Мама там была, культмассовую работу заведовала, стенной печатью. В общем, вообще для семьи Католикова, для нас все его дела в его жизни, в его педагогических поступках, для нас это все было близко, все было родное. Вот почему Католиков еще и так состоялся, потому что моя мама, она ученый педагог, а он практик. И вот это постулат теории и практики на примере нашей семьи доказал исключительность этих слов. И, безусловно, мама теоретически его подковывала, помогала. А на моем примере, я же рос, он наблюдал за моими действиями в семье, как что, он же и ассоциировал их и на детей, с которыми он занимался вне семьи. Вот такой момент, например, я, будучи подростком, читаю какую-то литературу для подростков там. Вот запомнил, майор Пронин такой, зачитывал, с удовольствием читал. Смотрю, он читает эту книгу. То есть вот он читал, ну, я как бы был неподопытным, но, по крайней мере, образцом для действий. Он, смотрю, читает ее, смотрит, какие литературу читают его дети, чтобы ему было о чем поговорить на равных с ними. Ну, он крупный был человек, у него рука была в 3 раза больше моей, но эта рука ни разу не прошлась по моей южной точке, невзирая на то, что я не был поймальчиком, вот, парень рос хулиганистый, но находилось в нем терпение, находилось и у него, и у мамы, чтобы как-то без физических воздействий меня вывести на путь истины.
Вот Валя изменила этот по-свойски, да. О Титове вспомнил. А он мне вчера звонит, я как раз на могиле отца был, и он звонит, поздравляет ну, с таким событием, юбилея отца. Много хороших, добрых слов сказал в его адрес. Ну вот закончил тем, что вот вы счастливые люди. И вообще все счастливые люди, которые были с католиком. Вот действительно, он настолько был незауряден во всем, что ну, с ним нельзя как-то не по-людски и быть с ним, и обращаться, потому что он сам всего этого придерживался. Он был по жизни очень искренним человеком, никакой фальши у него никогда не было. А дети это очень чувствуют и естественно, откликались на это с добрым сердцем и отзывчивым. Еще раз рад вас всех поприветствовать. Вам, чтобы эти чтения для вас не прошли дежурно, чтобы вы какую-то крупинку приобрели и перенесли в те города и веси, где вы несете эту благородную миссию, воспитывая наше будущее. Спасибо. Спасибо, Виктор Александрович, за эти драгоценные для нас воспоминания. Конечно, мы осознаем, что каждый из нас в какой-то степени является последователем педагогического наследия Александра Александровича. И, конечно, очень важно, что воспитательная система Александра Александровича сегодня стала неотъемлемой частью государственной политики не только Республики Коми, но и Российской Федерации. Уважаемые коллеги, с доклада мы приглашаем Лидию Валерьевну Смирнову. Лидия Валерьевна представит нам доклад на тему «Педагогическое наследие Александра Александровича Католикова в системе государственной политики Республики Коми». Уважаемые коллеги, мы сознательно в этом году посвятили чтение тому, чтобы вспомнить, что лежало в основе идей Александра Александровича, чем они были ценны и насколько сегодня они трансформировались действительно уже в государственную политику поддержки и защиты детей. Сегодня приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, являющейся в первую очередь гражданином нашей страны, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой помочь к мирному созиданию и защите нашей Родины. Еще президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным были обозначены основные ориентиры в области воспитания. Воспитание – это социокультурный феномен, масштабный процесс трансляции культуры от поколения к поколению, в котором участвуют все социальные институты общества. В первую очередь семья, образовательные организации, учреждения культуры, спорта, социальной защиты, политические партии, религиозные объединения и многие другие. И именно этот постулат лежит в основе стратегии развития воспитания Российской Федерации. Это наш ключевой документ, по которому мы работаем и в котором сформулированы основные приоритеты системы воспитания. В педагогическом наследии Александра Александровича есть много мыслей и идей, воплощенных в реальной педагогической деятельности и имеющих актуальность сегодня, в текущем 21 веке. Воспитательная система Католикова включена и в хрестоматию гуманистических и воспитательных систем 20 века, наряду с такими знаменитыми воспитательными системами, как школы Януша Корчика, Антона Макаренко, Вальдорфской школы. И, конечно, особую педагогическую значимость имеет его система воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Хочется процитировать Александра Александровича: школы-интернаты – неумирающие детские учреждения. Они могут измениться структурно, преобразуется психология их воспитанников, система педагогического влияния. Но не может пока исчезнуть сам институт школы-интерната. Именно так он писал о системе воспитания детей-сирот. Как я уже сказала, слова современные сейчас. Да, у нас есть организации, да, у нас есть дети, которые сейчас не имеют родителей.
Но сегодня выстроены механизмы государственной поддержки семьи и детства, определены приоритеты государственной политики в области воспитания и социализации детей. Сформирована общественно-государственная система воспитания детей в Российской Федерации и в нашей республике. Как бы много ни делалось у нас в стране для укрепления семьи, тем не менее учреждения для детей-сирот существуют. И поэтому все мы должны создавать для каждого ребенка пространство созидания и развития, работать таким образом, чтобы детям было тепло, уютно и радостно. Исследование причин социального сиротства нашего времени, способов укрепления семьи, путей жизненного устройства воспитанников детских домов – это, в первую очередь, макросоциальная проблема, которая находится в центре внимания как органов государственного управления, так и всех социальных институтов. И сегодня на площадках наших чтений руководители образовательных организаций, педагоги и практики представят свой успешный опыт, как сделать жизнь наших детей еще более близкой к условиям жизни в семье. Напомню, что книга выдающегося педагога Александра Александровича Католикова так и называется «Моя семья». По словам «семья» он понимал детский дом, точнее людей и детей, которые в нем находятся, и в первую очередь он видел этот дом своим домом. Воспитательная система агрошколы-интерната, в то время учреждение, в котором работал Александр Александрович, называлось именно так – агрошкола-интернат, является авторской системой Католикова, который смог оставить в этой жизни своих учеников, способных продолжить начатые традиции и развивать их, формируя жизненно непростых, но очень благодарных воспитанников. Необходимо, чтобы данное уникальное педагогическое явление, воспитательная система Католикова, развивалась в рамках нашего российского непрерывного педагогического образования. Методология воспитания, закрепленная в государственной стратегии, содержит духовно-нравственные основания и общепризнанные ценности, такие как Родина, гражданственность, патриотизм, культура, наука, социальная справедливость, инновационное развитие. Современные подходы, отраженные в стратегии воспитания, удивительным образом соотносятся с идеями Католикова. В стратегии воспитания, как я уже сказала, определены приоритеты государственной политики в области воспитания. И каждый из этих приоритетов созвучен убеждениям Католикова и представлен в его книге, которая вышла в издательстве «Просвещение» уже в 90-м году. И первый приоритет, о котором хотелось бы проговорить, который закреплен именно в стратегии, это воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим достижениям. Сам Католиков писал об этом. Я уверен, что подлинно гуманное отношение между людьми, между учителями и учеником невозможно без уважения национальных чувств и традиций нашей страны. Это основа дружбы. Как актуальны сейчас эти слова, как много мы делаем для того, чтобы у нас развивалась система действительно взаимоотношений между учителями и учениками, как много мы вкладываем в сохранение и развитие культуры нашей республики, для того, чтобы наши дети, наши воспитанники знали, чли, помнили традиции нашего региона. Следующий приоритет, не менее важный, это поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защита их преимущественного права на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами. Как подчеркивал Католиков, ребенка нужно обучать и воспитывать всесторонне. Значит, нужно думать о гармонии различных влияний на него в течение всего периода обучения в школе. И прежде всего нужна гармония во взаимодействиях учителей и родителей. Почему-то считается нормальным, что школа несет ответственность за детей с сентября по май, говорил Католиков, а летние месяцы за них отвечают родители. Это неверная установка. Школа и родители несут ответственность за ребенка в течение всей его детской жизни. Школа должна стать общим домом для детей и взрослых. Дети должны переживать за все. От цветка, стоящего на подоконнике, до пристройки в школе нового корпуса. Смотрите, как это актуально сегодня. То есть насколько человек смог сформулировать те идеи, те посылы, которые в дальнейшем легли в стратегический документ нашего государства. Насколько тонко он увидел вот те самые знаковые моменты, которые сейчас имеют особую важность. Что действительно для гармонии нужно взаимодействие учителя и ученика, чтобы они чувствовали, понимали друг друга. Что школа и родители – это в первую очередь сообщество. Это не два отдельных института, это единое целое, которое влияет на ребенка до момента его перехода во взрослую жизнь. Еще один из основных постулатов – это защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка. И здесь Католиков говорил, никогда люди, общество не должны бросать дитя, нуждающееся в защите и опеке. Пусть у каждого обиженного судьбой ребенка будет дом, семья, где ему возвратят детство. Сегодня в каждом документе, в каждом нормативном акте государственном эта идея является самой ключевой и основной, начиная от Конституции, Семейного кодекса
всех наших документов. Государство должно защищать и беречь детей. Еще один приоритет – это обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям. Католиков писал: суть гражданского воспитания состоит в том, чтобы включить детей в полезную для людей деятельность, прежде всего в трудовую. Как воспитание идет без воспитания. При этом мы решаем и нравственную задачу, приучая детей-сирот к труду, обеспечиваем их будущее счастье. А оно возможно, если человек не готов к трудностям, то есть оно невозможно, если человек не готов к трудностям, не умеет преодолевать их. В трудностях дети скорее закаляются, становятся самостоятельными, думающими, понимающими других детей. При этом он говорил о том, что это должны быть не искусственные трудности, которые мы для них создаем, а трудности повседневной жизни, которые возникают перед каждым ребенком, где бы он ни находился, воспитывался бы он в семье или находится он в детском доме. Безусловно, приоритет по формированию позиции личности по отношению к окружающей действительности также был значим, и Католиков говорил: разве не с любви к дому, улице, на которой живешь, городу своему начинается чувство Родины? Кто, кроме нас, наш город красивым сделал? И действительно, сегодня, начиная уже с дошкольного образования, мы вкладываем в наших детей любовь к самому ближнему, к своему дому, к своей улице, к своему городу, к своей республике, и самое главное, к своей родине, в которой он живет. Еще один из приоритетов – это воспитание языковой культуры детей. Учитель, писал Католиков, идет на урок с книгой, а ребенок со своей жизнью. Значит, нужно учителю с помощью художественного произведения достучаться до сердца каждого ученика, дойти до того, что тревожит и беспокоит его, писал Католиков. Сегодня, когда наши дети погружены и имеют возможность очень широкие возможности получения информации, как раз позиция учителя правильная, грамотная, особенно важна. И умение его донести до ребенка, в том числе с использованием литературы, художественной, любой иной, правильные ценности, это как никогда актуально. Еще один из приоритетов, который закреплен в стратегии воспитания, это обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И Александр Александрович подчеркивал, что взаимопонимание с детьми возможно только на основе истинной любви к ним. Правильно сказал Виктор Александрович, он был человек, который, наверное, для которого было неприемлемо любое физическое наказание, вообще любое проявление насилия по отношению к детям. Он понимал и осознавал, что дети, их можно воспитывать только любовью. Мы, когда готовились с коллегами к чтению, очень много читали воспоминания Александра Александровича. Он говорил, что в тот момент, когда он был руководителем, многие из его коллег из других регионов говорили: а почему у вас нет там учреждения карцера? Какой карцер? Как вы понимаете, но у вас же, говорят, дети, они там преступления совершают, ведут иногда там неправильный образ жизни, употребляют, что там греха таить, и алкоголь в то время тоже пили. Без этого было. Но вместе с тем он считал, что это недопустимо, хотя вот его коллеги, они говорили: должна быть такая структура, надо наказывать. Он говорит: нет, только любовь. И только понимание истинных причин того, что происходит с ребенком, может дать нам возможность работать с ним успешно. И завершающий ключевой посыл, который заложен в стратегии воспитания, это развитие сотрудничества субъектов системы воспитания, семьи, общества, государства, образовательных организаций, научных, религиозных и многих других. Католиков отмечал, деятельность детей многогранна. Она имеет нравственную, трудовую, эстетическую, оздоровляющую направленность. Вместе с тем, особое значение мы придаем деятельности социальной. Мы видим смысл этой деятельности в реализации идеи воспитания гражданина, социально зрелого, осознающего свое общественное назначение, приспособленного к жизни и занимающего в ней активную позицию. Уже тогда он понимал и активно работал не только со своим педагогическим коллективом, но и включал в жизнь учреждения всех, начиная от главы республики на тот момент, заканчивая руководителем Детского фонда Российской Федерации. То есть это человек, который понимал, что в одиночку он не решит эту проблему, только совместными усилиями. Он всегда был открыт, он всегда шел на диалог с государственной властью, он всегда был открыт для любых общественных инициатив, поддерживал их и внедрял. Он
человек-внедренец, который всегда готов был увидеть ценное, новое, полезное в любой педагогической системе. Как он сам говорил, мы всегда с моими коллегами смотрим, что мы можем взять из того нового, что появляется в педагогической мысли, и внедрить в себя. Потому что наши дети особенные. С ними не всегда можно найти традиционные элементы воспитания. Но мы ищем, мы внедряем, мы используем. И поэтому к нему тянулись, к нему приезжали со всей Российской Федерации его коллеги для того, чтобы понять, почувствовать, увидеть те нюансы опыта, которые он у себя создал. И сегодня важнейшим фактором для реализации государственной политики в сфере воспитания является личность педагога и его готовность осуществлять именно функцию воспитания. Католиков отмечал, что создание комфортной обстановки в школе – это забота не только об учениках, но и об учителях. Настроение учителя, его самочувствие, самоощущение – факторы, от которых в немалой степени зависит и ход и результат учебного процесса. Сегодня мы очень часто на различных площадках говорим о том, как нам привлечь в систему образования молодых педагогов, учителей, удержать их в системе образования, и как организовать систему наставничества и методической поддержки. Александр Александрович уже тогда предложил свою идею. Особенно мы ценим в начинающих учителях их нацеленность на творчество, внутреннюю деликатность, интеллигентность. Творчество рождает из желания работать на максимуме возможностей, искать непроторенные пути, раскрываться навстречу детям. Творчество всегда присуще истинно интеллигентному человеку, как стремление к самовыражению и реализации своей личности. Если молодой человек проявляет элементы творчества на своих первых уроках, значит, мы не сомневаемся, он станет хорошим учителем. Хотя не обрел пока мастерства, только ему надо помочь. И сегодня мы, развивая институт наставничества, можно сказать, опираемся именно на эту идею. На то, что молодые педагоги, приходящие в нашу систему, они действительно горят новыми идеями. И наша задача их поддержать, помочь, дать им возможность для развития. Самый главный рецепт успешности педагога заключается в следующих словах подлинно народного учителя. Если определить главное чувство учителя, которое приводит его в интернат и оставляет в нем надолго, порой на всю жизнь, это любовь к детям. Дети всегда определяют, кто их любит, а кто просто исполняет обязанности. Обман здесь не проходит. Воспитательная система Александра Александровича – это уникальное педагогическое явление. Оно продолжает развиваться. У него есть последователи. Но главное, что оно стало неотъемлемой частью и государственной политики, направленной на развитие института воспитания, и государства. Поэтому, уважаемые коллеги, очень хочется, чтобы сегодня мы вспомнили, наверное, самое ключевое. И, как говорил сам Александр Александрович, его система выстраивалась не сразу. То есть сначала, когда он пришел в школу-интернат, он писал о том, что его задача была укрепить материально-техническую базу, создать условия. Но внутренне он понимал, что это не самая главная цель его работы, его задачи. И когда на определенном этапе своей жизни он сел и сделал для себя вывод, что самое главное, чтобы дети, которые находятся рядом со мной, за которых я отвечаю, были счастливы, это стало для него основным, наверное, аргументом для работы своей личной, для работы своего коллектива, для выстраивания той системы, о которой мы сегодня с вами говорим. Я надеюсь, что следующие докладчики, это люди, которые были близки Александру Александровичу. Многие его знали лично. И сегодня мы еще раз погрузимся в то наследие педагогическое, которое он оставил. Благодарю вас за внимание, Елена Владимировна. Спасибо, Лидия Валерьевна. Как важно еще раз осознать, что сегодня стратегия воспитания, которая принята на уровне правительства Российской Федерации, она действительно основана не только на идеях, но на тех смыслах государственной политики, которые актуальны были и для 20 века, и для 21 века. И каждый из нас сегодня действительно проводник государственной политики. Но система Александра Александровича, система воспитательная, образовательная, она прошла разные этапы становления. Уважаемые коллеги, у агрошколы-интерната был научный руководитель. В течение 17 лет научным руководителем агрошколы-интерната была Пичугина Галина Васильевна. Галина Васильевна в настоящее время является ведущим научным сотрудником Института стратегии развития образования
Российской академии образования, профессором и главным редактором журнала «Школа и производство». Галина Васильевна подключается сегодня к нам. К сожалению, не очно, но у нас вчера была возможность поработать с Галиной Васильевной, и вы сегодня услышите ее доклад. Пожалуйста, коллеги. Дорогие земляки, прежде всего я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия за то, что пригласили меня участвовать в нем, а также попросить у всех прощения за то, что я не только не могу физически присутствовать, приехать, но даже вот выступить могу только вот в таком несколько, скажем так, усеченном формате. Вот так сложились обстоятельства. Но все равно я очень рада возможности даже вот в таком формате с вами пообщаться. Дело в том, что Александр Александрович Католиков и вообще вот эта агрошкола-интернат и годы моего сотрудничества – это одно из самых интересных и важных и значительных этапов в моей профессиональной жизни. И даже, в общем-то, в человеческом общении тоже. Поэтому я считаю своим долгом и постоянно пропагандировать это образование учреждение, его уникальный опыт. Ну, естественно, сейчас в дни юбилея как-то в этом мероприятии участвовать. Александр Александрович, он не был обделен вниманием средств массовой информации и при жизни, и первые годы после его ухода. Но все материалы, которые, в общем-то, можно найти о нем, они носят в большой степени публицистический характер. И он предстает в образе такого, знаете, несколько интуитивного воспитателя. А между тем, вот эта уникальная образовательная система, им созданная, она основана совсем на не интуитивно-эмпирическом подходе, а наоборот на строгом отборе педагогически целесообразных форм и методов воспитания, и даже просто вот самых маленьких методических приемов. Знаете, я пытаюсь оценить это с точки зрения педагогической науки, причем современной педагогической науки. Я попробовала сформулировать, например, тему диссертационного исследования, которое бы чисто гипотетически мог бы написать и защитить Александр Александрович. Хотя мы ему предлагали, но он отказывался. Мне кажется, что лучше всего, наиболее точно сформулировать это так. Педагогические основы формирования воспитательной среды интернатного учреждения и организации развивающей жизнедеятельности детей. Вот это действительно те слова, которыми я бы сформулировала его вклад в педагогическую науку. Естественно, это уже стало общеизвестным фактом, что в основе воспитательной системы, я бы все-таки называла ее образовательной системой, потому что сельскохозяйственное образование, допрофессиональное сельскохозяйственное образование все-таки было основой всего учебно-воспитательного процесса в интернате. И, собственно, именно вот это вот допрофессиональное сельскохозяйственное образование, труд в сельском хозяйстве, оно и позволяло решать самые разнообразные воспитательные задачи. Александр Александрович свою основную миссию видел в том, чтобы как можно полнее и, в общем, эффективнее подготовить выпускника к самостоятельной жизни, в самых разных ее аспектах. Конечно, в профессиональном плане, то есть получение востребованной профессии, которая могла бы его кормить, ну, естественно, и очень многие личностные качества, которые необходимы каждому человеку. И все эти задачи помогал ему решать вот именно сельскохозяйственный труд. Это система сельскохозяйственного образования и сельскохозяйственного труда, для которой, собственно, было сделано очень много, и прежде всего создана уникальная учебно-материальная база. Александр Александрович любил повторять, и его часто цитируют в этом высказывании, что, собственно, эффективно, педагогически целесообразный труд детей, вот он и несет в себе огромные воспитательные возможности. А чтобы труд был педагогически целесообразным, для этого, конечно, необходимо очень много условий, и в том числе и материально-техническое. Вот давайте посмотрим, какие задачи решались вот через систему сельскохозяйственного образования воспитанников. Трудовое воспитание, ну это вообще общее, как говорится, уже тут даже можно не говорить. Когда ребенок имеет дело с живым объектом, то чувство ответственности, оно в нем воспитывается мгновенно. После первого же погибшего растения уже начинаешь понимать, что тут надо вообще смотреть в оба и никогда ничего не забывать, не полить и не ухаживать, тем более не ухаживать за каким-нибудь кроликом или цыпленком. Это понятно. Экономическое воспитание тоже очень важный аспект, безусловно, любого вот интернатного учреждения. Экономическое воспитание тоже в большой степени было основано на труде воспитанников в сельском хозяйстве,
и, в общем-то, в получении урожая, результатах этого труда и реализации этого урожая. То есть, даже какая-то небольшая коммерческая деятельность тоже постоянно осуществлялась в интернате. Например, ежегодно была такая ярмарка, которую очень любили горожане, и горожане там очень часто покупали рассаду, это считалось очень хорошей рассадой, и даже, ну, в общем, даже, вы знаете, на этой основе мы сделали такой очень интересный социальный проект. Вот, кстати, проект, тогда еще проектная деятельность, она еще не была так широко распространена. Мы, это уже было после ухода Александра Александровича, мы подготовили небольшую брошюру, которую дети, сейчас, секундочку, перейду на нужный слайд, извините, пожалуйста, не очень я владею этим устройством. Так, вот эта брошюра «Юнаты советуют дачникам», она подготовлена полностью и написана полностью детьми по результату опытнической работы. Автор каждой публикации вот в этой брошюре – это школьник и группа школьников. И знаете, мы ее издали, напечатали и продавали вместе с рассадой. И надо сказать, что она пользовалась спросом. Как сейчас помню, стоила она 3 рубля. И все это такое экономическое воспитание, это все, конечно, связано с сельскохозяйственным трудом. Ну, естественно, что сельскохозяйственный труд, он очень способствует и физическому развитию детей. Это труд на свежем воздухе, пассивный, и, естественно, эстетическое развитие. Было очень много праздников в интернате, которые связаны были непосредственно с работой в сельском хозяйстве. Александр Александрович старался сделать труд детей, который был, в общем-то, таким достаточно напряженным, сделать его эмоционально окрашенным. Поэтому было много праздников. Я вот очень хорошо запомнила праздник первой морковки, который был, соответственно, связан с вторым сбором урожая, когда прямо в поле там мыли эту морковку, дегустировали ее. Это, конечно, очень трудно забыть. Далее идет творческое развитие. Как оно решалось через сельскохозяйственный труд? Это, конечно, прежде всего опытническая работа. Такой масштабной и прекрасно организованной и эффективной опытнической работы, которая проводилась в агрошколе-интернате, я, вы знаете, не встречала ни в одном образовательном учреждении. Хотя я вот уже много лет работаю в жюри Всероссийского конкурса «Юнат», не далее как вот 5 октября был очередной тур, и мы это все делали. Такой прекрасной организации, такой эффективности не было нигде. То есть опыт исследований – это уже сама по себе творческая деятельность. И, конечно, вот, там, она формирует логическое мышление и анализ причинно-следственных связей. Трудно эту работу переоценить. Очень ценно за эту работу еще активно расширялись социальные контакты детей. Поскольку дети участвовали в конкурсах, они куда-то выезжали, общались с другими ребятами. Большинство опытов проводилось при участии либо станции Журавского, либо с участием коминаучного центра, ученых коминаучного центра. То есть ребята ходили в лаборатории этих учреждений, общались со взрослыми, то есть расширяли свой круг социальных контактов, позитивных и очень, в общем-то, развивающих. Все это связано, безусловно, с трудом в сельском хозяйстве. Профориентационная работа, которой Александр Александрович уделил большое внимание. Понятно, что работая в сельском хозяйстве, ребята прежде всего знакомились с профессиями сельского хозяйства, но не только. Вы знаете, вот сейчас, если посмотреть с позиции современного, так сказать, образовательных проблем, профориентационной работе уделяют очень большое внимание, и в нее вливается очень много средств. Например, в Москва-Сити есть такая организация, называется «Город мастеров», где можно привести ребенка своего за такие достаточно приличные, кстати, деньги, где он может быть пожарным, полицейским, врачом, кондитером и так далее. И вот только что прошел в Ярославле такой всероссийский форум «Проектория». Тоже очень было пафосное мероприятие, дорогостоящее, которое, в общем-то, направлено было на, так сказать, массовую профориентацию школьников. Нет, здесь все делалось, в общем-то, средствами более малыми, такими малозатратными средствами. Вот Александр Александрович еще очень давно, это уже, наверное, больше 30 лет назад, организовал для детей профориентационные экскурсии. Тогда еще не было термина «профессиональная проба», который сейчас у нас вошел в образовательную практику. Ну, это было просто организовано, начиная с 6-7 класса,
посещение небольших городских предприятий, преимущественно сферы быта. Это были фотоателье, швейная мастерская, ремонтная мастерская, где ребенок мог практически не только посмотреть за работой профессионала, понаблюдать за ней, но и даже частично в ней поучаствовать. Вот в зарубежной педагогике есть такое понятие shadow день, день тени, когда школьник становится на несколько часов тенью профессионала. Вот этого термина тогда мы не употребляли, но тем не менее это эффективное такое ознакомление, оно все-таки осуществлялось. То есть это то, что не устарело и может быть в какой-то степени проводиться и сейчас. Что касается сельскохозяйственного опыта, я как научный руководитель интерната видела свою миссию в том, чтобы как можно шире этот опыт пропагандировать и распространять. И вот в этом номере журнала «Школа и производство» опубликована статья Людмилы Михайловны Дымовой «Сельскохозяйственный труд как основа воспитательной системы детского дома». Это уже довольно старый журнал 2007 года. Но мы с Людмилой Михайловной, я ей там тоже помогала, постарались как можно полнее вообще раскрыть все особенности этой воспитательной системы. Ну и хочу сказать опять несколько слов благодарности и восхищения Людмилы Михайловны. Мы даже написали о ней в рубрике «Энтузиасты трудового воспитания». В нашем журнале есть такая рубрика. Вот эту статью написали, в общем-то, о ее вкладе, ну, в общем, вообще в воспитание детей, в частности, в развитие системы интерната. Отдельно хочу остановиться на системе экономического воспитания. Вот то, что в самом деле стало настоящим ноу-хау агрошколы интерната. Система экономического стимулирования труда и учебы воспитанников, так она официально называется, она была внедрена в 1993 году. В разработке ее самое активное участие принимала Анна Николаевна Забоева, учитель математики. И вы знаете, эта система была настолько эффективна и настолько четко вообще прописана, что ее очень быстро транслировали в свои организации практически все интернатные учреждения России того периода. Значит, в чем ее суть состояла? Вся деятельность детей, она как бы могла оцениваться вообще в условных денежных единицах. И трудовая деятельность, само собой, она была там связана с урожаем, это было очень четко прописано, были разработана документация, создан школьный банк, был сделан дизайн школьных денег, таких условных, которые, в общем-то, в итоге в определенном, так сказать, своем проценте можно было получить и в виде реальных денег в конце года. Значит, и она очень способствовала тому, чтобы у детей появился стимул для учебы и труда. И знаете, Александр Александрович говорил, что я не склонен вообще преувеличивать дьявольскую силу денег, что он считал, что ребенок должен и зарабатывать деньги, и уметь тратить, и это, в общем-то, себя оправдало. И вот уже позднее, это журнал 2010 года, мы в нашем журнале «Школа и производство» опубликовали статью Раисы Владимировны Максимовой, которая в то время занималась вот этим преподаванием экономики. Экономическая грамотность, социализация воспитанников детского дома. Вот этот опыт уникальный, он в этой статье, мы постарались раскрыть его как можно более подробно, чтобы он не пропал и был доступен. И вот на обложке это тоже, кстати, дети нашего интерната, воспитанники интерната, причем это первоклашки на новогодние, тоже со своими какими-то поделками, то есть с плодами своей экономической деятельности. И вот эта обложка, я еще раз к ней вернусь, эта обложка, это тоже мальчик, он наш воспитанник, вот пасет коров, пастух, секундочку, извините, вот, я уже, там фамилия есть, я уже просто немножко забыла, то есть это, значит, вот эта экономическая система. На чем-то еще мне хотелось остановиться. Как я говорила, образовательный процесс, я считаю, все-таки тоже был в интернате, тогда это было очень актуально. И вот в отношении образовательного процесса, знаете, была такая придумана, говорят, что это сделала Лия Васильевна Плаксина, скорее всего, да, это была ее идея, организовать такую форму сотрудничества учителей и воспитателей, как ввод в урок и вывод из урока. В чем идея? Идея в том, что перед каким-то уроком, может быть, особенно таким значимым, сложным предметом, физика, химия, математика, воспитатель проводил такую небольшую беседу с детьми и с тем, чтобы показать им практическую значимость тех знаний, которые они должны получить на этом уроке. То есть это был ввод в урок. А после урока было мероприятие «Вывод из урока», когда уже обсуждалось те знания, которые были на уроке получены, новые знания, и возможность их применения и в быту,
и, естественно, в работе в сельском хозяйстве. И таких мероприятий, они, в общем-то, как-то фиксировались, разрабатывались сценарии, такие уроки. Мы потом, позднее, в 2000 году, по материалам этих уроков, знаете, мы их опубликовали в виде вот этой брошюры, которая называется «Год живых знаний». Как я уже говорила, сейчас, когда уже полностью разорвали учреждения для детей, оставшихся в течение родителей, процесс образования и воспитания, эта проблема, конечно, это как форма работы, она, конечно, уже она уже просто не может быть реализована. Но вы знаете, она очень оказалась востребована учителями общеобразовательных школ. Ведь общеизвестно, что наши дети, отечественные дети, российские дети побеждают в таких вот академических олимпиадах по математике, физике, химии, но в исследовании международном ПИЗа, который уже проводится у нас 4-й раз, они все-таки показывают очень плохое владение, так сказать, практическим применением знаний, которые они получили по естественным наукам. И вот такая деятельность, она, в общем-то, вот, важна. Интегрированные уроки, которые проводились в интернете, это тоже была, в общем-то, такая важная методическая находка. Но сейчас проблема межпредметной интеграции до сих пор, вот смотря спустя столько лет, я ей как-то занимаюсь прицельно, имею несколько публикаций, она до сих пор не решена. И учителя совершенно к этому не готовы. И получается, что, в общем, у школьника не формируется такая, как бы комплексная картина мира. Все-таки очень разрозненно преподаются все школьные предметы. И вот в интернете эта, так сказать, идея интегрированных уроков, она реализовалась очень давно и активно. Возможно, форма, в которую она, так сказать, была облечена, когда один урок проводили 2 или 3 педагога одновременно, она, конечно, всегда вызывала вопросы, прежде всего по тарификации. Но сам факт, что уже тогда, очень много лет назад, вот эта вот идея как бы объединения и как бы, в общем, интеграции хотя бы естественно-научных знаний, математических, уже реализовалась в интернете, это, я считаю, очень дорогого стоит, потому что столько лет прошло, а актуальность этой идеи нисколько не уменьшилась. Может быть, даже наоборот, в связи с исследованием ПИЗа, она даже как-то даже и обострилась. Вот это мне тоже очень хотелось отметить. Ну и, понимаете, я уже сказала, что я видела свою миссию в том, чтобы информацию об этом совершенно уникальном опыте как можно больше распространять, и мне удалось написать и опубликовать несколько статей. Так, секундочку. Вот первая, как ни странно, получилась зарубежная публикация. Это очень престижный международный журнал «Профессиональное обучение и подготовка». Вот статья, которую я написала, и удивительно, что они ее прям мгновенно опубликовали. Стало быть, это очень востребованный, интересный, не только, в общем, в масштабах России, но он интересен и международному сообществу педагогов. Вот я попыталась как-то комплексно вот идею Александра Александровича вот, о социальной защищенности детей-сирот здесь отразить. Вот этот журнал, правда, он уже старый, конечно, 96-го года. И тогда вот после его ухода мы там все как-то были в таком состоянии, что как-то вот сразу хотелось это сделать, и удалось. Также вот журнал сельскохозяйственного образования США. Тоже они очень как бы заинтересовались и также сразу же опубликовали эту публикацию, что, конечно, очень радует. Но самое интересная, я считаю, самая значимая публикация, которую я лично ценю больше всех, это вот публикация 1999-1998 года вот в этом сборнике «Гуманистические воспитательные системы. Вчера и сегодня». Он был издан Педагогическим обществом России под редакцией член-корреспондента Натальей Селивановой. Здесь описаны очень много различных воспитательных систем, начиная с Януша Корчака, Вальдорфская школа, школа Рачинского, гимназия Мая. И, знаете, я очень рада, что теперь в этом ряду есть информация, есть описание опыта. Ну, я постаралась сделать как можно более подробной об агрошколе-интернате. И знаете, что самое интересное? Эта книга, несмотря на то, что ей 22 года уже со дня ее издания, она очень востребована, еще купить ее нигде, конечно, невозможно. И эта книга, вот эта работа, практически самая цитируемая из всех моих вот печатных работ. Это тоже очень радует. Стало быть, этот опыт востребован, и он не пропал. Ну и к юбилею Александра Александровича, 60-летнему, в журнале «Педагогика» мне тоже удалось опубликовать статью о его опыте. В общем, насколько я могла, я, так сказать, эту миссию выполнила.
безусловно, очень хотелось бы, чтобы, ну, как минимум, этого человека не забывали. Но я в данном своем вот сообщении все-таки постаралась показать, что это не просто, знаете, ну, как бы исторический факт. К сожалению, то, что авторская школа Александра Александровича после его ухода, ну, через какой-то период времени практически перестала существовать. В этом нельзя обвинять никого. К сожалению, вот такова, наверное, диалектика развития вот нашей образовательной системы. Понимаете, я вот так это вижу. Практически все авторские школы, вот кроме, например, такой, ну, культовой, как Вальдорфская школа, конечно, они продолжают существовать уже там столетиями практически. Но в российских реалиях, тем более это совпало еще с таким вот просто ломкой общественного строя и с совершенно фатальной, такой, я бы сказала, изменением социально-образовательной ситуации. Вот сейчас, когда прошло уже столько лет, я все равно по-прежнему очень высоко, ну, считаю, что это одно из самых знаковых было событий в моей жизни, это знакомство с Александром Александровичем и совместная с ним работа, хотя и не очень много лет, и все. И хочу, конечно же, назвать имена его соратников и единомышленников. Всех я, конечно, не могу, но тех, с которыми я больше всего общалась, это, конечно, прежде всего Людмила Михайловна Дымова, и Анна Николаевна Забоева, и Людмила Александровна Берестенькова, и вот там были у нас агрономы Надежда Павловна Караваева и Галина Михайловна Сметанина, которые вот работали с детьми. Хотелось бы назвать всех и каждого, потому что действительно это настоящий энтузиаст трудового воспитания. Их труд был, конечно, настоящим подвижничеством, то слово, которое сейчас уже не очень модно произносить, но тем не менее вот это все-таки было так. Всех, конечно, я думаю, что мы, вот хотелось бы, чтобы их тоже не забывали, хотя бы в их родном городе. А сейчас вот, когда я спустя столько лет, я думаю вообще о том, все-таки вот почему вот секрет, в чем секрет того, что вот идея Александра Александровича, его педагогические находки, почему все-таки они не устарели? Вот я попыталась, так сказать, вот сейчас мы новые стандарты получили, очередной раз нас осчастливили обновлением образовательных стандартов. И вот там, например, все эти метапредметные умения, личностные умения, вот в частности кооперация, коммуникация, эти средства, на которых все знаешь, коммуникация, кооперация, креативность, критическое мышление. Ну вот остановимся хотя бы на кооперации и коммуникации. Методная форма организации труда, которая была просто не просто отработана, она была отточена на базе учебно-опытного хозяйства Нижадровское. То есть это очень четкое разделение труда, и даже, как я уже говорила, наверное, межколлективное даже детское общение он сумел организовать, смоделировать, сделать эффективным. Очень мало сейчас это, вот рассуждают об этом очень много в стандартах, но учителя технологии, с которыми я сейчас общаюсь очень активно, и, к сожалению, вот абсолютно беспомощны, все ждут каких-то вот методических пособий всего. Но, тем не менее, вот через столько лет все-таки вот этот опыт, он остается актуальным и остается востребованным. Я думаю, почему вот он все-таки так не устаревает. Вот, потому что это, наверное, действительно, мне кажется, все, что Александр Александрович делал, он руководствовался прежде всего интересами воспитанников, детей, ребенка. И он делал это все с позиции здравого смысла. Вот здравого смысла, которого, мне кажется, сейчас очень не хватает нам вообще в образовательных реформах. И поэтому я думаю, что, в общем-то, его вот эти педагогическое наследие, его находки, большие и малые, они, наверное, не устареют никогда и всегда будут востребованы. Спасибо, у меня все. Уважаемые коллеги, Галина Васильевна включила в живой профессиональный диалог. Мы понимаем, что наследие Александра Александровича сегодня важно не только на уровне Российской Федерации, но оно, оказывается, известно и уже в международном сообществе. Да, система Александра Александровича сегодня изучается на уровне педагогического образования. Мы понимаем, что как важно сегодня, чтобы идеи Александра Александровича стали действительно той реальной системой, которая важна сегодня для каждого педагога. И у нас сегодня следующее выступление посвящено как раз рассмотрению двух систем. Системы Антона Макаренко и педагогической системы Александра Александровича Католикова. Социально-педагогические открытия XX века. Вот такой доклад нам представляет Наталья Николаевна Новикова, проректор по научной и инновационной деятельности Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада приветствовать вас от имени педагогического сообщества Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, опорного вуза нашей республики. Я благодарю за то, что предоставилась возможность выступить, потому что это два великих педагога, которые одного мы изучали, когда обучались в педагогическом институте, и работы Католикова я начинала читать, когда готовила кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию. И на протяжении последних 2 недель я перечитывала эти работы и понимала, насколько Александр Александрович глубоко изучил методику Макаренко, но не только изучил, он смог ее внедрить в педагогическую деятельность. К сожалению, я не была знакома с Александром Александровичем, но мне в жизни повелось встретиться и проводить научно-педагогическое сотрудничество с Галиной Васильевной Пичугиной и Натальей Сергеевной Порушевой, одногруппницей Александра Сергеевича. И 2 года я проходила научную стажировку в Московском педагогическом государственном институте именно на той кафедре, где обучался Александр Александрович. И та атмосфера сотрудничества, та творческая атмосфера, та деятельность, которая кипит до сих пор в этом институте, она передалась мне, и я понимаю, почему Александр Александрович связал свою жизнь именно с учащимся. Антон Семенович Макаренко и Александр Александрович Католиков — 2 великих педагога, которые жили и творили в разные периоды развития страны. Но их методология педагогических подходов основана на безграничной любви и вере в человека, неисчерпаемой возможности его развития. Их в полной мере можно назвать педагогами-реформаторами, создателями высокорезультативной социально-педагогической концепции воспитания и развития. Если мы посмотрим работы Макаренко, к настоящему времени известно десятки тысяч работ по изучению его педагогического наследия. В России подготовлено несколько десятков кандидатских, 5 докторских диссертаций по отдельным аспектам теории и практики научной и педагогической деятельности Макаренко. Но тут возникает вопрос, почему именно Александру Александровичу Католикову в большей степени удалось понять педагогическую мысль Макаренко и воплотить ее в реальную действительность. Возможно, это было связано с той средой, в которой он развивался, обучался, в базовой школе Новосибирского педагогического института, где был создан завод по выпуску сверлильных станков. И именно там Александр Александрович на деле стал познавать систему Макаренко. Работа в детском лагере пионерском в качестве пионер-вожатого. И, конечно же, обучение на физико-техническом факультете Московского педагогического института, в то время имени Владимира Ильича Ленина, где сразу он создал студенческий педотряд и познакомился с друзьями и соратниками Макаренко. И вчера из фильма, который был демонстрирован в нашем университете, я узнала, что именно в это время Александр Александрович по своему желанию ездил в детский дом за 30 километров от Москвы. И каждый раз они приезжали, организовывали мероприятия, будучи студентами. И тогда они видели, как необходимо работать детям, как необходимо таким детям молодые прогрессивные педагоги. Но самый главный фактор, который сыграл, это та педагогическая деятельность, которая была связана Католикова с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, с детьми, лишенными семьи, любви и заботы. Именно педагогические идеи Макаренко позволили Александру Александровичу создать в школе-интернат уникальные условия для воспитания, развития и образования обездоленных детей. И проводя анализ педагогических работ, можно остановиться только на нескольких основных позициях. Так, например, идея воспитания от коллектива к личности, о котором Макаренко говорил, что объектом воспитания может быть целый коллектив. Идея эта Александром Александровичем была организована, и она связана была со всей жизнедеятельностью. Вот Галина Васильевна сказала, не просто с трудом, не просто с воспитанием,
не просто с какой-то деятельностью, а вот это понятие жизнедеятельность. И я вспоминаю в работе Александра Александровича вот это понятие, оно пронизано. Именно жизнедеятельность. И это очень важно. То есть он смотрел системное развитие, воспитание, образование ребенка. И это в большей степени было реализовано через общественно-трудовую деятельность. А далее первичный коллектив. Об этом Макаренко очень много писал, уделял ему большое внимание. Он видел первичный коллектив как неделимую наименьшую часть общего коллектива, члены которого находятся в постоянно деловом, дружеском, бытовом и идеологическом объединении. При этом опыт создания первичных коллективов, критерии, формы их организации, которые были воплощены Католиковым в условиях школы-интерната, представляет собой диалектику педагогической мысли и, самое главное, реального педагогического действия. В его работах, воспоминаниях педагогов мы через личные примеры можем увидеть, как происходило взаимодействие между учащимися, как происходило взаимодействие между педагогами и учащимися. И самое главное, Александр Александрович показывает, какие результаты были достигнуты в результате того или иного мероприятия, того или иной деятельности, которая была организована. Но еще бы хотелось остановиться об очень важном аспекте, о котором всегда говорят, и это может быть визитная карточка и Макаренко, и Католикова, когда они говорили, что воспитание не может быть нетрудовым. Макаренко считал, что воспитание должно научить детей творчески учиться. Это можно достичь, только воспитав у детей представление о труде как об обязанности человека. Тот, кто не имеет привычки к труду, не знает, что такое трудовое усилие. Кто боится трудового пота, тот не может видеть в труде источник творчества. Макаренко стремился воспитать в своих колонистах умение заниматься любым трудом, независимо от того, нравится он или нет, приятен или неприятен. Из неинтересной обязанности, каким является труд для новичков, он постепенно становился источником творчества, предметом гордости и радости. И в то же время Католиков тоже свою систему выставил на труде. И мы видим, что в основе воспитания он также видит деятельность, которая должна быть организована особым образом. По мнению педагога, эта деятельность должна быть непрерывной. И когда он описывает момент, когда в школе необходим был ремонт, дети стали старше заниматься ремонтом, но когда уже все привели в порядок, он стал понимать, что же дальше. Школа отремонтирована, и он нашел средства и стал строить новое здание. Потом еще одно, потом спортивный зал, потом межадр. И вот эти фразы «не останавливаться», постоянно давать учащимся возможность трудиться. Ну и вот здесь, если мы почитаем слова Католикова, он говорил: мы не играем в труд, мы трудимся по-настоящему, и в этом труде учимся быть творцами своего счастья. И здесь мы видим как раз, что Католиков видел в труде создание счастья. Не обязанность, не необходимость, а именно то, что каждый воспитанник должен ощущать вот это чувство счастья. Ну и еще на одном аспекте это социальная деятельность. Она была очень актуальна для школы-интерната. И Католиков придавал формированию навыков социальной деятельности, которая играла очень важную роль. Он видел смысл социальной деятельности в реализации идей воспитания гражданина, социально зрелого, осознающего свое общественное назначение, приспособленного к жизни и занимающего в ней активную позицию. Это важная роль, о которой Католиков постоянно писал и приводил пример. Очень интересный аспект, когда он говорил: ну зачем детям ходить в магазин и покупать конфеты? И он тогда понял, что обычные дети, живущие в семье, делают это каждый день. А здесь он понимал, что это необходимо, что ребенок должен сделать это. Потом он с любовью описывал то, как младшие воспитанники отправляли посылки уже выпускникам школы-интерната
в армию. И это было социально-воспитательное мероприятие, когда была и забота о тех, кто находится уже вне рамках этого интерната. И самое главное, это социальная роль, которую на себе принимал воспитанник. Ну и еще хотела бы, конечно, остановиться вот на таком аспекте. Это слова Горького, который цитировал в работе Макаренко. Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требований к нему. И он назвал это социалистический гуманизм. Он проходит через всю педагогическую систему Макаренко и находит свое продолжение в педагогической системе Католикова, который тоже уверен, что любовь должна быть к детям не безграничная, не безумная, а любовь должна быть требовательной. И это очень важно, особенно в наше время, когда мы говорим, что да, мы должны любить детей, да, мы должны, но при этом мы должны от них требовать те или иные, возможно, качества. И сегодня мы, наверное, должны задуматься о том, что такое является магистральный путь к новой школе. Католиков видел ее через организацию многообразной общественно полезной деятельности детей, через слияние процесса воспитания с народно-хозяйственными потребностями страны. И еще один аспект, на котором бы хотела остановиться, что Католиков не только создал свою систему, попытался ее описать, и я согласна с Галиной Васильевной, что это нечетко сформулированные постулаты, о которых мы говорим, нечетко сформулированные принципы. Для того, чтобы их увидеть, для того, чтобы осознать, нужно несколько раз прочитать его труды, понять его, увидеть через те примеры, которые он приводит. Но самое главное, что дело Католиков, он смог распространить свою деятельность через свое личное участие, через своих воспитанников, через своих педагогов. И на одной из конференций, я помню, в Москве, когда я подошла к одной коллеге, она сказала: «Вы Сыктывкар?» Я говорю: «Да». Она не знает, где находится Сыктывкар, но сказала: это тот город, где живет Католиков. И вот эти слова я очень часто слышала. Почему? Потому что Александр Александрович мог, я думаю, выступать на конференциях, на съездах и представлять свою идею, распространять ее таким образом, чтобы она реализовалась в каждой школе нашей республики, в каждой школе нашей страны. И вот сейчас, к сожалению, мне не удалось проанализировать работы международных исследователей, но я нашла несколько статей с Кореи, с Японии, которые сейчас обращаются к работам Макаренко, и в некоторых как раз Александр Александрович указывается как его последователь. То есть можем мы говорить о том, что сейчас это выходит на международный уровень. Вызовы сегодняшнего дня воспитания и образования требуют усилия роли исследований и наследия Макаренко и Католикова. И сегодня мы можем сказать, что это не только социально-педагогическое открытие, но это прежде всего социально-педагогическое наследие, которое мы должны изучать, которое мы должны передавать поколению. И наш университет, который готовит педагогические кадры, видит в этом очень большую значимую миссию. Ольга Александровна сказала, что у нас есть целый модуль. Мы готовим курсовые работы, магистерские. Но сейчас я подумала, наверное, нужно объявить конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу по изучению наследия Католикова. Я думаю, через год мы сможем увидеть плоды деятельности наших студентов. Большое спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Уважаемые коллеги, как действительно значима выбранная тема наших 10-х католиковских чтений. Мы актуализируем педагогическое наследие Александра Александровича Католикова. Да, мы рассмотрели его наследие и в контексте истории педагогики. Но очень важно, что сегодня в этом зале находится директор детского дома имени Александра Александровича Католикова, соратница и последователь педагогического наследия. Любовь Степановна, вы вместе с нами, Любовь Степановна Витенкова,
сегодня представит нам не только исторический взгляд на наследие, а те реальные достижения, которые благодаря именно и идеям, и системе Католикова воплощаются в педагогическую реальность. Прошу вас. Добрый день, уважаемые участники католиковских чтений. Я хотела бы сказать о том, что вчера проходила Всероссийская Макаренковская ассоциация, и где как раз рассматривалось наследие Александра Александровича Католикова, и было очень приятно услышать из уст интересных людей, из знаменитых людей о том, что Александр Александрович Католиков – это Антон Семенович Макаренко своего времени. Вот это, конечно, было потрясающе, потому что это прозвучало, по крайней мере, для меня впервые. Кто-то подошел к этому, кто-то об этом только-только еще намекал, но здесь уже однозначно прозвучало. Поэтому, наверное, конечно, это нужно признать и сказать о том, что это действительно так. И действительно, Александр Александрович Католиков был и остается Антоном Семеновичем Макаренко своего времени. И с этим не согласиться сегодня нельзя. Ну, а я немножечко потихоньку перейду к нашему учреждению сегодняшнему современному, что мы из себя представляем. Немного расскажу о том, как мы живем, но, конечно, нас надо видеть. И очень радостно то, что сегодня снимается фильм Министерством культуры Российской Федерации. Фильм будет называться «Под кронами кедры», прошу прощения, да, «Под кронами кедра». В ноябре месяце выйдет проект этого фильма, и я надеюсь, что к концу года мы полностью увидим этот фильм. Это новый фильм, рассказывает он и об Александре Александровиче Католикове, рассказывает и о школе-интернате, и рассказывает о нашей современной сегодняшней жизни, то есть о детском доме имени Александра Александровича Католикова. Уважаемые участники, конечно, очень изменилось законодательство, очень изменилось время. Мы помним тот период, когда Александр Александрович работал и когда он ушел из жизни. И мы все прекрасно с вами помним, как появляется закон об образовании. Первый законодательный акт, который начинает регламентировать нашу с вами образовательную деятельность. И, конечно, законодательство менялось и меняется. Многое ушло из нашей жизни, но не ушло самое главное, не ушли дети. И если сегодня посмотреть сквозь призму законодательных и нормативных актов, сегодня для организации детей-сирот, к коим мы и относимся в том числе, стоят три очень важные задачи. Первое – это устройство детей в семье. Второе – это подготовка их к самостоятельной жизни. И третье – это постинтернатное сопровождение. То есть три составляющих части. Но, тем не менее, сказать, что вот изменилось законодательство и ушла система Католикова, конечно, это будет далеко не верно. Мы продолжаем жить, мы продолжаем трудиться, сохранена наша база, это учебно-опытное хозяйство Межадовское. Конечно, оно сегодня по современным меркам немножечко иное, но, тем не менее, все это живо, дети наши работают, и мы не являемся производственным предприятием, но если посмотреть нашу продукцию, которую мы делаем совместно с детьми, конечно, трудно не признать, что она изготовлена достаточно профессионально. Ну а сейчас, пожалуйста, небольшая презентация о нас. Немножечко начну с становления и развития. 10 октября 1956 года учреждение было открыто. В 1966 году появляется структурное подразделение учебно-опытное хозяйство Межадовское, оно звучит сейчас современно, так оно и на самом деле называется. С 15 июня 1973 года и по 12 июня 1996 года директором учреждения является Александр Александрович Католиков, народный учитель, СССР, член-корреспондент Российской академии образования. В 1996 году учреждению присваивается имя Александра Александровича Католикова, и с 1996 года и по настоящее время сохраняются традиции и наполняются новым содержанием. Я бы хотела чуть-чуть затронуть концепцию воспитания Александра Александровича Католикова. Она опиралась прежде всего на традиции, конечно, отечественной педагогики. Педагогический коллектив под руководством Александра Александровича опирался на идеи Макаренко, создал воспитательную систему,
основным стержнем которой являлся сельскохозяйственный труд. И основной принцип был католиков, а он звучит везде, не любовь к труду прививать, а воспитывать потребность в труде как основе будущего успеха. Конечно, концепция Александра Александровича Католикова исходила из единства жизни и воспитания. Католиков самым важным считал организацию трудовой деятельности и не раз повторял в беседах с коллегами, что секрет успеха трудового воспитания заключается в педагогически осмысленной организации детского труда. Далее была направлена на развитие личности ребенка. К сельскохозяйственному труду привлекались все воспитанники, начиная с 3-4-летнего возраста. Для каждой возрастной группы детей подбирались виды работ, соответствующие их физическим возможностям и интересам. Далее непосредственно вырастало из практики. Выделялись 3 слагаемых эффективности воспитательной системы, основанной на сельскохозяйственном труде детей: содержание труда, его организация и материальная база. Ну и отсюда, конечно, педагогическая система Католикова. Воспитание в труде и трудом, воспитание в коллективе и через коллектив, и гуманизм. Сегодня много говорили о гуманизме, конечно, с этим нельзя не согласиться. Отсюда в системе педагогическая система, которая сложилась из его взглядов, его действий, из поступков его союзников. К этому времени мы приобрели опыт не только строителей, но и организаторов. Работа велась на принципах бригадного подряда: общая ответственность, взаимоотчетность, план задания, план наряды. Собрали мастеровитых мужиков из окрестных сел, которые помогали нам ставить в загородном лагере добротные дома из сосновых бревен. Все строительство велось хозспособом, что позволило значительно сократить расходы. Сэкономленные средства потратили на такую роскошь, как свой зоопарк. Стали выращивать картофель, потребовалось овощехранилище. Построили. Сегодня, конечно, если посмотреть на особенно последние, скажем так, подытоживание итогов самого Католикова, то, конечно, если сравнить сегодня современную действительность и современные требования, конечно, это не совсем просто. Но, тем не менее, мы все равно продолжаем привлекать и людей, которые не имеют педагогического образования, но имеют значительный опыт. Например, несколько лет тому назад, реализуя ряд проектов в Межадре, мы построили русскую печь. Естественно, кто нам помогал это делать? Конечно, мы пригласили человека, который складывает русские печи непосредственно в селе Межадре. Мы строили часовню в Межадре. Кого мы пригласили? Конечно, пригласили прежде всего тех людей, которые в этом понимают и могут передать свой опыт не через книжные издания, а именно в слове, общаясь с нашими детьми. Ну и сегодняшнее современное состояние системы воспитания. Детский дом прежде всего рассматривается нами как целостный социокультурный организм, где весь воспитательный процесс опосредован формами социальных и межличностных отношений между всеми участниками. Воспитательный процесс ведется с учетом возрастных особенностей и характеристик воспитанников, с индивидуальным и дифференцированным подходом. Но, конечно, системообразующим элементом, основой подготовки к самостоятельной жизни является трудовое воспитание. Сегодня детский дом находится в системе, когда происходит постоянное движение среди детей. Мы не начинаем учебный год с одним количеством детей и не заканчиваем его с тем же количеством детей. В течение всего года происходит смена состава воспитанников. Прежде всего, дети уходят в семьи, и поэтому, конечно, на их место поступают новые. И нам каждый раз приходится новых детей вливать в тот коллектив, который остается, несмотря на то, что уходят другие. И поэтому, конечно, это особая трудность, но тем не менее, вот наличие сегодня нашей базы, это учебно-опытного хозяйства, позволяет нам не только учить детей трудиться, но и позволяет, прежде всего, конечно, детей сплачивать, потому что сами условия, сама территориальность, само расположение, сама система, которая живет в Межадре, она, конечно, направлена достаточно серьезно на сплочение и развитие детей.
В связи с изменением требований законодательства и санитарных норм и правил претерпело изменение системы жизнедеятельности детского дома. Изменения затронули и структурное подразделение детского дома, базу для реализации трудового воспитания, учебно-опытное хозяйство Межадровское. Интенсивное развитие хозяйства началось в 1974 году с приходом Александра Александровича Католикова. В период с 1974 по 1993 год хозяйство превратилось в многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, располагающее более 200 га земли, большим парком сельскохозяйственной техники, животноводческими фермами, теплицами, жилыми корпусами для временного проживания детей, домами для работников, административными и хозяйственными постройками, складскими помещениями. Сегодня приоритетными направлениями деятельности хозяйства являются сохранение круглогодичной базы для трудового воспитания детей, подготовку их к самостоятельной жизни и социализации, организация отдыха и оздоровления детей, открытие и функционирование лагеря труда и отдыха, создание условий для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни через реализацию программ «Кузнечное дело», «Плотницкое дело», «Столярное дело», «Кулинария», «Животноводство», «Растениеводство», «Овощеводство» и «Хлебопечение». То есть эти направления на сегодняшний день очень активно реализуются в Межадре. Есть часть направлений, которые реализуются в условиях детского дома. Например, у нас есть своя пекарня, то есть мы выпекаем хлеб. Но тем не менее, конечно, Межадр – это уникальная база не только для отдыха, не только для труда. И как доказал предыдущий опыт, когда началась ситуация, связанная с развитием коронавируса, мы великолепно прожили в Межадре самое тяжелое время. И не было ни одного случая заболевания ковидом среди работников и среди детей. То есть дети продолжали и учиться, и продолжали работать. Что на сегодняшний день представляет из себя инфраструктура хозяйства? Прежде всего, это спальные корпуса, беседки для отдыха, которые созданы совместным трудом детей и взрослых, баня-сауна, столовая, часовня, этнодом с русской печью, кузня, столярная мастерская, пилорама, ферма для кроликов, овощехранилище, кедровник, ягодник и клубничник, мелиоративное поле, теплицы. Труд воспитанников организуется по принципу ученического самоуправления. Работу распределяет совет бригадиров из числа воспитанников. Он же подводит итоги работы за день, определяет лучших по результатам работы и поощряет бригады с учетом объема и качества выполненной работы. В условиях жизнедеятельности детского дома трудовое воспитание подразделяется на следующие подвиды. Воспитание трудовое. Формы индивидуальная, групповая, бригадная. Сюда входит самообслуживающий труд, уборка квартиры, стирка личных вещей, глажка личной одежды, штопка и починка одежды, уход за одеждой, хранение одежды, уход за обувью, смена постельного белья, уборка постели. Это вот то, что тоже является непосредственно частью трудового воспитания. Общественно полезный труд, посадка растений и уход за ними, посадка овощных культур и уход за ними, приготовление пищи, консервация овощей, сбор и переработка ягод. Далее трудовая занятость. Формы также индивидуальная и бригадная, содержание, трудоустройство. То есть мы наших детей сегодня имеем возможность трудоустраивать. И не только благодаря центру занятости, но и благодаря нашему решению, то есть решению детского дома. Профессиональная ориентация. Формы остаются также индивидуальные и групповые. Сюда входят специальности и профессии, и направления. Это столярное дело, плотницкое дело, кузнечное дело, хлебопечение, кулинария, швейное дело, овощеводство, растениеводство, цветоводство и животноводство. И я хотела бы сказать, что впервые в этом году мы прошли весь этап выращивания хлеба. То есть мы высадили рожь, мы ее собрали, мы ее обработали, мы ее переработали,
Мы сделали муку, и вот впервые на осенних каникулах в русской печи будет испечен наш собственный межадорский хлеб. То есть дети впервые увидели, каким образом вырастает хлеб и что происходит потом, когда он перерабатывается и каким образом он появляется на столе. И мне бы хотелось закончить словами Александра Александровича Католикова. Быть организаторами детской жизни – это особая наука сродни искусству. И на сегодняшний день это действительно так. Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех вас в Межадр. Можно договориться, можно туда выехать, можно посмотреть, потому что посмотреть там есть что. Спасибо. Спасибо, уважаемая Любовь Степановна, за продолжение этого великого искусства, которое сегодня действительно является реально педагогической системой. Уважаемые коллеги, да, мы в эти дни вспоминаем с благодарностью и глубоким уважением Александра Александровича Католикова. Его идеи, его система воспитательная, образовательная сегодня актуальны. И мы сегодня понимаем, что принцип нашей работы – это действительно осознанное отношение ко всем тем идеям, элементам его научной системы, которые были сегодня представлены. Не случайно лейтмотивом всех католиковских чтений является его известная фраза: «Все дети – это наши дети, и мы за них в ответе». Конечно, мы понимаем, что наша задача продолжать развивать все идеи и все системы, о которых мы сегодня говорили. Системы и научные, и образовательные, и педагогические. И я прошу, Лидия Валерьевна, завершить нашу пленарную часть. И, Валентина Васильевна, потом вам слово обязательно передам. Валентина, вам слово для завершения пленарной части. Да, конечно. Вы знаете, я пришла с этим, но не стала говорить в начале, потому что, как и предполагала, что те доклады, которые мы сегодня выслушаем, они корректируют вот то, что я сейчас хочу предложить. Дело в том, что у нас один раз в 2 года католиковские чтения. Значит, они будут в 2023 году, тоже вот как мы сейчас соберемся в октябре. Но если вы помните, 2023 год президентом Российской Федерации объявлен годом учителя и педагога. Значит, таких мероприятий у нас будет еще больше, связанных с обсуждением наших с вами вопросов. Так вот, после, особенно доклада и московских наших коллег, я себя ловлю на мысли, что мы практически все вопросы, связанные с наследием Католикова, в большей степени сводим к обсуждению воспитания в наших школах-интернатах. Но ведь то, что он заложил, трудовое воспитание, это намного шире понятие. И я думаю, вот если вы поддержите, мы обязательно, вот 23-й год, год учителя, а у нас уже был педагогический форум, который тоже был воспитанию посвящен сегодня, перед началом учебного года. Так вот, давайте мы, может быть, расширим практику применения опыта трудового воспитания, которую дали нам и Макаренко, и Католиков, и попытаемся все, что возможно, внедрить в нашу общеобразовательную школе. Потому что трудовое воспитание, мне кажется, там вообще сегодня очень сложно проводить. И, тем не менее, такие возможности имеются. А плюс еще 2023 год, это 200-летие нашего великого тоже педагога Ушинского. То есть мы здесь можем расширить просто вот эту линейку. А базы и наша межадорская, то, что есть у Любовь Степановны, она пригласила. Ведь когда приходишь в эту рощу кедровую, то хочется, чтобы ее все увидели вообще, и дети в том числе, а может быть не в том числе, а в первую очередь. То, что у Зои Алексеевны всегда было экономическое для детей образование вместе с
программы, которую и Шевчук вел. В общем, у нас есть с вами возможность расширить и еще более показать нашей педагогической общественности то, что было зарождено здесь, на нашей коми-земле. Спасибо, Лидия. Спасибо огромное. Конечно, Галина Николаевна. Галина Николаевна Кравченко, председатель общественного совета Министерства образования. Уважаемые друзья, вот мы прослушали с вами такие блестящие доклады, которые вот с моей точки зрения, я с удовольствием все это слушала и воспринимала, как мне кажется, да. Но мне хотелось бы, вот мы сегодня говорили о теории и практике педагогического труда, и вот предложение Валентины Васильевны, я хотела бы его, Валентина Васильевна, с вашего позволения, вот поставить, вернее, продолжить с практической точки зрения. Вот у вас замечательное предложение. Мы все прекрасно понимаем, что не привлекая детей к труду, мы ничего не будем получать в результате. И сегодня это блестяще прозвучало на конкретных примерах, которые формировались на протяжении десятков лет. Что я предлагаю? Валентина Васильевна, Государственный совет – это диалоговая площадка, которая ставит большую точку во всех наших делах и намерениях государственной политики. Поэтому я предлагаю все-таки вот вам взяться за это дело, провести большие слушания, именно посвященные вопросу трудового воспитания детей на территории Республики Коми, имея такую хорошую педагогическую историю, и выйти с законодательной инициативой. Сейчас ведь идет изменение закона об образовании. Вы знаете, что поручение президента убрать услугу, учитель оказывает услугу. Но почему бы не взяться сейчас вот за этот момент и не проявить инициативу нашей республики конкретно на уровне законодательного органа власти? Спасибо. Я думаю, Валентина Васильевна, я вам не помешала. Спасибо, Галина Николаевна, спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что трудовое воспитание сегодня напрямую рассматривается как элемент ранней профориентации. И сегодня на одной из площадок мы будем рассматривать эти актуальные задачи. Поэтому, коллеги, приглашаю вас на площадку для классных руководителей, для кураторов по системе воспитания, системы СПО. Мы начнем это рассматривать именно как ту тенденцию, о которой вы говорили, как сегодня идеи Александра Александровича применяются уже и в общеобразовательных организациях, в системе среднего профессионального образования. Поэтому, коллеги, ваше предложение мы уже начинаем в этом году реализовывать и более крупно рассматривать наследие Александра Александровича Католикова. Галина, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. На самом деле, наверное, завершение пленарки – это начало диалога. И те посылы, которые Валентина Васильевна озвучила, и Галина Николаевна, и Галина Владимировна, я очень надеюсь, что на наших площадках этот диалог продолжится. Сегодня замечательный день. Мы проводим чтение, но я хочу каждого из вас отдельно еще пригласить на вечер памяти, который состоится сегодня на площадке гимназии искусств в 4 часа. Это не просто концерт. Это действительно очень такое творческое мероприятие, где в самом центре будут наши дети, наши воспитанники. Вы увидите воочию, какие они замечательные, творческие, одаренные, развитые дети. Поэтому, уважаемые коллеги, приглашаю вас начать работать на наших площадках, а в 4 часа приглашаю вас на концерт. Уважаемые коллеги, итак, мы официально завершаем пленарное заседание. Мы начинаем подготовку к проведению тематических площадок. И я хочу к вам обратиться. Уважаемые коллеги, у нас должен быть очень важный результат. Мы начинаем готовить резолюцию католиковских чтений. И мы обращаемся к каждому из вас и к тем, кто присоединится к нам, а у нас идет онлайн-трансляция нашего заседания для работы на площадках. Коллеги, нам важны и ваши идеи, и ваша позиция, которая войдет в резолюцию католиковских чтений. Да, это площадка для профессионального диалога, но и площадка для принятия очень важных для нас профессиональных решений. Коллеги, мы продолжаем работать на тематических площадках. У вас есть сейчас возможность в нашем зале, в Музее учительства Республики Коми ознакомиться с экспозицией, которая посвящена Александру Александровичу, немножечко отдохнуть, и через некоторое время и на первом, и на втором этаже мы начинаем работу профессиональных площадок. Спасибо, коллеги. Мы завершаем онлайн-трансляцию и очное заседание. Спасибо.